Тынчасен миссис Аланла. В этом видео я хотел поднять такую неудобную для многих шовинистов соседних в особенности такую тему, как оборонительные сооружения в Карачае и Балкарии. Как понять, кто вообще реально воевал с Российской империей, а кто просто об этом, ну, скажем, мягко говоря, кукарекает, да, кто об этом просто кричит со всех щелей, но реально ничего за этим не стоит. Так вот, для того, чтобы эффективно противостоять одному государству в то время другому государству, в нашем случае аланам Карачая и Балкарии, противостоять Российской империи, нужны были и даже сейчас нужны различные оборонительные сооружения. И давайте посмотрим на факты. Сооружения в Карачае оборонительные и сооружения оборонительные в Балкарии выполнены в едином стиле. Это оборонительные сооружения аланского народа. И на этих землях в буквальном смысле нету каких бы то ни было других видов архитектуры подобного направления. Поэтому вот эти любители рассказывать про то, что они там 101 год воевали и тролливали, я думаю, они спорят с реальностью, а реальность для них очень печальная. Я на полном серьезе считаю, вот я основательно изучив множество различных документов, я считаю, что все эти сказки про 101 год воевали, это именно выдумка и сказки. Я считаю, что воевали в первую очередь это нугаи и кумыки. Это два народа вот этих, которые самый тяжелый удар приняли. И уже после них наш аланский народ столкнулся с российской угрозой. Такие вот у меня мысли, такой вот у меня анализ ситуации. Я думаю, нам нужно и это тоже знать, чтобы нашим мнением не могли управлять российские оккупанты через вот таких вот ручных шовинистов, черкезоидов, которые продвигают свою пропаганду со всех щелей. Я надеюсь, у нас получится противостоять эффективно всему этому. Эсен Кюрешейк Аланла.